В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске представлено более 180 картин. В Сухуми открылась выставка работ Александра Чачба. $1 миллион на борьбу с вредителями растений. Презентация программы движения против голода. Стипендии лучшим студентам. Аквафон продолжает свою акцию. В начале выпуска о чрезвычайном происшествии, произошедшем сегодня вечером. Речь идет об убийстве известного в Абхазии человека Павла Ардзенба. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии, сегодня примерно в 17 часов вечера в дежурную часть РУВД Сухумского района поступил звонок о стрельбе в районе Гумистинского моста. Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа констатировала факт обстрела автомобиля, в результате чего на месте от полученных ранений скончались 2 человека – Павел Ардзенба и Дмитрий Хагба, тела которых были доставлены в Сухумский морг. Сегодня в 17:00 часов в дежурную часть ВОВД Сухумского района поступило телефонное сообщение об обстреле автотранспортного средства. Выездом на место происшествия установлено, что на 99-м километре в районе села Верхняя Шера из автоматического оружия был обстрелян следовавший по направлению в город Гудаута автомобиль марки Mercedes-Benz 221 за госномерами 005 серебристого цвета. В результате обстрела погибли 2 человека. Это Ардзенба Павел Харитонович и Хагба Дмитрий Харитонович. В настоящее время тела доставлены в республиканский морг, где проводится наружный осмотр. А на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Более 180 картин первого профессионального художника Александра Чачбы-Ширвашидзе были выставлены в Центральном выставочном зале Сухума. Открытие выставки посетил глава государства Рауль Хаджимба. Насладиться творчеством Чачба сюда пришли деятели искусства, представители общественности. Творчество Александра Чачба давно является частью мирового культурного наследия. Известные деятели искусства считали художника воплощением века, в котором он родился. Ведь Александр Чачба, как никто другой, мог проникновенно отразить этот период времени на своих полотнах. Но в то же время многие сравнивали его с художниками Ренессанса. Говорили даже, что все, что видели глаза Александра Чачба и чего касались его руки, превращалось в произведение искусства. Его незаурядный талант проявлялся во многих областях. Мастер живописи, рисунка, непревзойденный стенограф, книжный график, историк искусства. Переполняет чувство гордости, то, что у нас такой человек есть, который известен во всем мире. Все больше и больше его имя узнают на Западе и в России тоже. В Абхазии мы его знаем хорошо, конечно. Так что слава будет только расти. Абсолютно гениальный человек. И его вклад в мировую культуру очень большой. Очень счастлив быть на этой выставке. Очень много предстоит сделать, узнать еще много о его жизни, собрать его работы. Но все-таки хорошо, что мы можем видеть такую прекрасную выставку. Более 180 работ художника были выставлены в зале. Многие из этих картин впервые представлены абхазскому зрителю. Каждая из них уникальна по-своему. Игра красок на холсте не может не удивлять. Все его работы разделены на несколько периодов. Во многих своих живописных и графических работах автор постарался показать внутренний мир своего героя, его характер и индивидуальность. Александр Чачба стал художником, который сумел объединить 3 страны – Абхазию, Россию и Францию. Работы Александра Чачба-Ширвашидзе любой желающий сможет увидеть в Центральном выставочном зале до 18 декабря. Затем все они будут перенесены в Национальную картинную галерею. По словам его директора Сурама Саканя, работы художника долгое время не могут храниться в выставочном зале. Нельзя их долго здесь на выставке, в выставочном зале держать. После 3 часов пребывания в таких условиях, влажностной, картины начинают терять свою структуру. Почему? Потому что бумага начинает растягиваться.
Любовь к Абхазии Александр Ширвашидзе-Чачба пронес через всю свою жизнь. Доказательством тому является то, что часть своих работ художник завещал Национальной картинной галерее своей родины. Зария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. $1 миллион будет выделен Австрийским агентством развития на борьбу с вредителями растений и защиту здоровья животных в Абхазии. Презентация проекта под названием «Содействие применению комплексных подходов к вопросам охраны здоровья животных и защиты растений» прошла сегодня в Сухуми. Борьба с коричневым мраморным клопом, поддержка животноводства, в частности ветеринарных служб – основная задача проекта «Содействие применению комплексных подходов к вопросам охраны здоровья животных и защиты растений». Особое внимание будет уделено защите экономических культур, таким как орех и цитрусовые. Вы знаете, что применение инсектицидов, пестицидов – это экологически небезопасно, но, с другой же стороны, без ядохимикатов невозможно победить это насекомое, поэтому наша цель, как организация движения против голода, мы называем Action Against Hunger, дать людям информацию, осведомить людей о том, как можно пользоваться. В основном мы акцентируем свое внимание на ореховой культуре, также цитрусовых, экономические культуры. Данная программа охватит Сухумский, Гулрыбский, Чемчирский, Ткорчалский и Галский районы. На презентации проекта присутствовали представители Министерства сельского хозяйства Абхазии, Службы защиты растений, ветеринарной службы, Комитета по экологии и охране природы. Представитель Австрийского агентства по развитию доктор Герхард Шаумбергер отметил, что проблема борьбы с вредителями растений и недопущения распространения таких заболеваний животных, как бруцеллез, сибирская язва и узелковый дерматит, касается не только Абхазии. Этот вопрос актуален для многих стран мира. Хочу сказать, что проблема с мраморным клопом касается не только стран нашего региона, а также и моей страны Австрии, где этим летом он появился. Когда мы обсуждали эту проблему на конференции с этномологами, нам стало совершенно понятно, что эта проблема является той, не терпящей никакого отлагательства. Вот поэтому мы решили с нашими высокопрофессиональными партнерами из организации движения против голода, а также с нашими копартнерами из Абхазии, дать начало данному проекту. Реализацией программы, рассчитанной на 2,5 года, будет заниматься международная гуманитарная организация «Движение против голода», которая уже сотрудничает с Министерством сельского хозяйства Абхазии по изучению проблемы. Был проведен большой объем работ, нацеленный на изучение сложившейся ситуации. Совместные результаты этой работы были плодотворны. Может, эти все мероприятия впоследствии, конечно, будут серьезным подспорьем последующей практической деятельности по борьбе с вредителями. $1 миллион будет выделен Австрийским агентством развития на приобретение необходимых препаратов, диагностического, лечебного и компьютерного оборудования, проведение ремонта зданий, предоставление транспорта. Работы будут проводиться специалистами Министерства сельского хозяйства и ветеринарной службы Абхазии. 9 единиц мусороуборочной техники, закупленные в России для нужд коммунальных служб, были переданы представителям администрации Сухумского и Гудаутского районов. Уже завтра такую же технику передадут другим городам и районам республики. Всего из средств российской инвестпрограммы закуплено 29 единиц спецтехники. Подробности в материале Ренаты Шакая. С утра на центральной площади Сухума было многолюдно. В столицу заехали новые спецмашины для коммунальных управлений. 99 миллионов рублей было выделено на приобретение 29 единиц спецтехники для всей республики. Этот проект реализован по инвестиционной программе. В августе месяце же, когда мы имели встречи с главами администрации, когда они определяли виды техники, в этот момент мы осуществили передачу ранее приобретенных контейнеров для обслуживания этими машинами. Контейнера уже распределены. В принципе, уже проблем с контейнерами нет. Была проблема с машинами. Эту проблему тоже мы снимаем сегодня. Приобретение спецтехники – это один из этапов действующей государственной программы «Чистая страна». Второй этап, по словам начальника управления капитального строительства Игоря Микваби, связан с организацией большого полигона, а завершающий этап – мусороперерабатывающие заводы. И техника специализированная, вся новая.
максимально увеличены габариты самих машин, приемников мусора. И усиленная часть, потому что у нас, к сожалению, большому, наши жители не всегда относятся так, как положено. То есть бытовой мусор идет со строительным и так далее, что вызывало поломки техники. На сегодняшний день увеличенная мощность, грузоподъемность машин наших и механизмов даст нам возможность чуть более экономно отнестись к содержанию этих машин. И хотелось бы обратиться еще раз к нашим жителям, чтобы они тоже поддержали нас лозунг «Ицкю от пыла чистая страна». Гудаутскому району передано 5 машин, 2 из них передадут новому Афону, а 3 останутся в самом городе Гудаута. До этого у нас было 2 газона Next и старые 70-х годов машины Зилы. Сегодня с поступлением к нам этих машин, я думаю, что проблема по вывозу бытовых отходов будет решена в Гудаутском районе. Это облегчит труд наших коммунальщиков и, естественно, отразится на чистоте города и всего района в целом. А вот что касается гудаутской мусорной свалки, то она сейчас закрыта. Со слов Руслана Ладария, после того, как там будет проделана определенная работа, полигон тоже будет задействован. Свалка, так ее назовем, в Гудаутском районе закрыта, но сейчас разрабатывается проект по рекультивации. И будет еще в Гулрипском районе полигон, проект идет. Я думаю, что к началу следующего года там работы начнутся и будем вывозить в Гулрипский район. Но вместе с тем наша территория, где у нас складируется сейчас мусор, она останется. Но там будут произведены определенные работы. И этот полигон тоже будет задействован. В столице выделены 4 новых спецмашины, 90 евроконтейнеров. В общей сложности вместе с той техникой, которая у нас на сегодняшний день функционирует, у нас будет около 15 единиц техники, которая будет заниматься уборкой в городе Сухум. И помимо этого в общей сложности получится около 300 евроконтейнеров. После официальной церемонии передачи спецтехники машины направились по своим районам. Рената Шака, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Представители Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России проводят практические занятия с сотрудниками МЧС Абхазии. Об этом репортаж пресс-службы спасательного ведомства страны. Представители газодымозащитной службы подгоняют перед началом занятий спецоборудование, проверяют давление в баллонах, средства индивидуальной защиты органов дыхания. Только после этого спасатели допускаются к занятиям. Практические занятия с абхазскими коллегами проводят представители Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. В составе отделения 3 человека. Их задача – отработать навыки слаженности действий подразделения при тушении пожара. После проверки дыхательных аппаратов начинается разминка, в ходе которой выполняются специальные упражнения. Бег, отжимания, проверяют дыхание и расход воздуха. Целью данного занятия – это приобретение соответствующих навыков, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, соответственно, отработка слаженности взаимодействия в составе отделения, караула и так далее, что позволит опять же достичь цели спасения людей и пострадавших на пожаре и, соответственно, потушить пожар в кратчайшие сроки. Вторым этапом учений стала имитация тушения пожаров в помещении, расположенного на 3-м этаже, в ходе которого выполняется подача ствола. Тем самым спасатели отрабатывают навыки подъема по трехколенной лестнице в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Занятие не из легких. При выполнении данного упражнения учащается дыхание, поэтому спасатели должны обязательно следить за дыханием.
Данные нормативы, по словам специалистов, должны отрабатываться систематически для того, чтобы адаптироваться к подобной физической нагрузке. По словам преподавателя кафедры специальной подготовки Петербургского университета МЧС Максима Бескова, цель занятий достигнута, несмотря на небольшие ошибки, допущенные спасателями в ходе учений. В принципе, характерны ошибки, которые были допущены. Это при закрытии вентиля баллона газодымозащитник срывал с себя маску, не убедившись, что вентиль баллона, что давление в аппарате у нас закончилось, не проверил. Ну и еще одна очень характерная грубая ошибка, это при подъеме по выдвижной трехколенной лестнице газодымозащитники брали за тетивую лестницу, а не за ступеньки. Грубое нарушение охраны труда. В остальном, в целом, ребята отработали хорошо, слаженно, четко выполняли команды, знали, что от них требуется. Лекции продлятся до 20 декабря. Работа ведется по двум направлениям – расследование и экспертиза пожаров, а также повышение квалификации командиров отделений пожарных частей, работающих на пожарах и в зонах чрезвычайных ситуаций. В них задействованы сотрудники всех районных подразделений МЧС Абхазии. Завтра, 14 декабря, в Абхазии пройдет акция, посвященная Дню памяти жертв Ладской трагедии. 25 лет назад, 14 декабря 1992 года, грузинские войска сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами, в котором заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Это одна из самых трагических страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии. По всей стране в этот день проходят акции памяти погибших в Ладской трагедии. Организатором акции вот уже второй год выступает Музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. В этом году акцию поддерживает Комитет по вопросам молодежи и спорту администрации города Сухум. Организаторы призывают всех граждан поддержать инициативу и почтить память погибших минутой молчания в момент падения вертолета и гибели людей 14 декабря в 17 часов 30 минут. Водители могут поддержать акцию памяти сиренами и гудками автомашин. Мы все хорошо помним и знаем, что в истории каждого народа бывали события, связанные с невинно убиенными жертвами, с жертвами войны и разных других событий. В этом году мы в очередной раз призываем всех граждан, желающих, у кого есть своя добрая воля, принять участие в этой акции. Мы намерены в 17:30, в момент, когда был сбит вертолет, собраться все перед зданием Музея боевой славы, зажечь свечи, еще какие-то мероприятия ждут людей и почтить память жертв Ладской трагедии. Какой студент не стремится получать стипендию? Ведь для любого учащегося колледжа или вуза это небольшая помощь и независимость от родителей. Компания «Аквафон» вот уже 11-й год дает шанс лучшим студентам Абхазского государственного университета стать стипендиантами компании. Сегодня в АГУ прошло очередное 11-е торжественное вручение сертификатов. Сотрудничество компании «Аквафон» с Абхазским государственным университетом длится уже 11 лет, с марта 2006 года. На протяжении всего этого периода «Аквафон» ежемесячно выплачивает стипендию двоим лучшим студентам из каждого факультета АГУ, успешно прошедшим собеседование с комиссией, утвержденной «Аквафон». Ректор АГУ Олег Угварамия выразил большую благодарность учредителям гранта, отметив, что получение стипендии – это очень важное событие в жизни каждого студента. Искренне благодарен руководству «Аквафон», которое так доброжелательно относится к нашим студентам. Может быть, это по российским меркам не такие уж большие деньги, но это подспорье для наших студентов. И моральная сторона тут самое главное. Я думаю, что и в новом фактически здании, и по-новому очень многое мы будем пересматривать на будущее. Сохранили университет и сегодня стоим твердо на пути развития.
Стипендиальная программа «Аквафон» была создана с целью поощрения студентов, достигших высоких результатов в учебе и принимающих активное участие в общественной, творческой, спортивной и студенческой жизни своего альма-матер. И теперь, спустя 11 лет, стипендия, помимо хорошего стимула для учащегося, стала еще и теплой традицией, поводом собраться раз в год в дружеской атмосфере. Вот и сегодня сотрудники компании «Аквафон» в торжественной обстановке вручили сертификаты и конверты с заслуженной стипендии очередным умницам и умникам. Хочу сказать большое вам спасибо компании «Аквафон» за столь большое внимание. Хоть вы говорите, что это мало сумма, но на самом деле нет. Для нас, как студентов, это очень большое подспорье, стимул, чтобы учиться все лучше. Хочу сказать огромное спасибо компании «Аквафон» за предоставленную возможность и за предоставленную возможность мне уже второй год быть стипендианткой компании «Аквафон». Это огромная мотивация для студентов. С момента старта проекта «Аквафон» дважды увеличивал размер стипендий. В 2006 году 500 рублей, в 2007 году 1000 рублей, а в 2009 году сумма была увеличена до 2000 рублей. За время существования программы более 150 лучших студентов АГУ стали стипендиатами компании, большинство из которых сегодня являются специалистами с успешно сложившейся профессиональной судьбой. Именно к этому и стремятся нынешние студенты АГУ. Для меня этот университет действительно значит очень многое. Я очень люблю изучать историю, в особенности историю нашей страны. Для меня история – это знание не только прошлого, но и также построение нашего будущего. Именно поэтому я выбрала эту профессию. Что касается стипендий, которые я получаю впервые в этом году, то мне безумно приятно быть стипендиантом мобильного оператора «Аквафон GSM». Это большая честь для меня, также это большая честь для моих родителей. Мне безумно приятно быть частью того небольшого количества людей, которые собрались сегодня в данной аудитории. Идея поддержки студентов госуниверситета в 2006 году впервые возникла у нынешнего руководителя отдела рекламы и внешних коммуникаций Геты Арзенба, которая тогда только начала работать в компании «Аквафон». Она убеждена, что это один из самых важных проектов компании, ведь помощь молодежи сейчас – это вклад в будущее страны. Ощущение такой, отчасти такой, знаете, семейственности уже. На самом деле 11 лет, немногие проекты в стране столько длятся. И для компании «Аквафон» это рекордная цифра, это самый долгосрочный проект в сфере социальных инициатив нашей компании. И это не было бы возможным, если бы не было вот такого к нам особенного, чуткого отношения со стороны руководства вуза. У всех организаций, и семей, и вообще в обществе много разных проблем. Но когда ты видишь, что вот в каком-то объекте идет работа, и есть результаты зримые, ощутимые, то есть мы каждый год собеседуем порядка 50-60 студентов, то есть у нас есть выбор, кому отдать предпочтение. Отрадно, что проект стипендии «Аквафон» в АГУ не только живет, но и развивается. В 2014 году руководством компании было принято решение об учреждении еще одной персональной стипендии имени Умара Бейгуа, писателя, ученого, одного из видных лидеров кавказской диаспоры. Эта стипендия адресована студентам из числа репатриантов и нацелена на поддержку их интеграции в наше общество. В этом году стипендии имени Бейгуа удостоились только 2 студентов, один из которых становится стипендиатом «Аквафон» уже 3-й год подряд. Я сам кабардинец, у меня мама абхазка, поэтому сюда приехали. Когда приехали, закончил 11 класс здесь в Абхазии и потом поступил в университет. Это для меня очень много значит. Она заставляет, чтобы показать самое лучшее, что у нас, и тоже стимулирует дальнейшую хорошую работу. Я увлекаюсь музыкой, я сейчас накапливаю эти деньги, хочу хорошую гитару купить себе и научиться играть. К слову сказать, «Аквафон» ежегодно выделяет 8 стипендиальных мест специально для студентов-репатриантов. На Лакове Леонад, либо Абхазское телевидение. В столице полным ходом идет подготовка к Новому году. На площади Свободы уже стоит наряженная елка. Главный атрибут Нового года предстал перед жителями, как говорится, во всей красе. О том, какие сюрпризы ждут гостей и жителей столицы в новогоднюю ночь, узнавали наши корреспонденты.
На 18-метровой высоте установили метровую солярную звезду. На площади Свободы в Сухуми завершаются работы по установке главной елки страны. Сотрудники городских служб наводят последние штрихи. Задание у них самое, что ни на есть ответственное. Все-таки украшают главную елку страны. Вот и выбирают, куда и какую игрушку вешать. В новогоднюю ночь здесь, на главной площади страны, пройдет праздничный концерт. По словам организаторов, гостей и жителей столицы ждет приятный сюрприз. Управление культуры проводит с 25 по 30 число интерактивные мероприятия для детей, праздничные мероприятия. И будут они проходить по графику в 4 часа в каждом районе. И школы, музыкальные школы, школы искусств, управление культуры администрации города Сухум, пожалуйста, приглашает 22 декабря в Музей Славы на праздничный концерт. Очень интересная будет программа, особенно для детей. Ну, и уже традиция, ночь с 31 на 1, в час ночи, ровно в час ночи мы начинаем здесь праздничную программу. Она будет очень насыщенная, она будет яркая, будет много пиротехники. С хорошим настроением всех ждем сюда. На центральных улицах Сухума развешиваются световые растяжки и консольные украшения. В разные цвета будут подсвечиваться деревья на набережной Махаджиров, а также у администрации президента по проспекту Аяйра. Все это уже создает праздничную атмосферу. На площади вокруг главной елки будут установлены еще несколько елок, поменьше. Они будут разного размера и разных цветов. Они будут серебряные, золотые и украшенные, вырезанные из пластика. В пластике вырезаны там какие-то интересные вещи. Мне кажется, будет интересно. Мы эскиз сделали, отдали, привезем из национального орнамента. Вырезаны вот такие интересные новые елки, около которых могут детвора фотографироваться. Они будут самая маленькая метр, 1,30 м, 1,50 м, 1,80 м, 2 метров, чтобы всю площадь задействовать. Помимо этой главной зеленой красавицы, елочки будут установлены в разных районах столицы. В новогоднюю ночь праздничная программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи при любой погоде. Рената Шакая, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 13 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.